Все самое важное и интересное за эту неделю. Не помнит за что, но пытался убить молдаванина, осудят за кровавую потасовку в Ухте. Потоп на Ленина и текущей крыши. Июнь в Ухте закончился проливным дождем. Экспертное мнение, как получить перерасчет за коммуналку при длительном отсутствии. Новые пособия. Одинокие родители и беременные будут получать ежемесячные выплаты. И лучшие наездницы. Ухтинские спортсменки вернулись из Сыктывкара с победой. Подробности прямо сейчас. В Ухтинском отделе Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Молдовы. Мужчина, проживающий в Ухте у знакомого, уехавшего на длительную вахту, устроил кровавую бойню со своим собутыльником в одном из общежитий города. Как следует из материалов дела, обвиняемый 61-го года рождения и 27-летний потерпевший длительное время распивали алкогольные напитки. В какой-то момент приятельские посиделки стихийно переросли в драку с применением оружия, а именно кухонного ножа, которым пьяные товарищи резали себе закуску. Обвиняемый решил убить потерпевшего. То есть с этой целью он внезапно для потерпевшего схватил со стола нож, который в принципе они пользуются, когда употребляли алкоголь, и стал носить удары ножом по телу потерпевшего. Он нанес 4 удара ножевых ранений, то есть это в области шеи, в области грудной клетки. Но потерпевший успел среагировать, то есть на удары. Он там один раз даже подставил свою руку тоже повредил и убежал. Как позже признались оба, и обвиняемый, и его жертва, что послужило причиной ссоры, неясно. Мужчины были в таком состоянии, что просто не помнят, из-за чего один напал на другого с ножом. Но, видимо, из-за того, что нападавший был пьян, потерпевшему все же удалось скрыться из квартиры. Мужчину, истекавшего кровью, обнаружили жильцы дома. Тот держался за грудь, сидя на полу подъезда. Экстренно приехавшая скорая спасла ему жизнь. А вот нападавшего от суда уже ничего не спасет. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за попытку убийства. К слову, мужчина уже был ранее судим. Уроженец Молдовы был осужден в 2008 году в Эжвинском суде за нанесение тяжких телесных, повлекших смерть потерпевшего. На свободе он был 3 года. Последний вечер июня выдался для Ухты богатым на проявление стихии. Темпераментная северная природа выдала очередную порцию грозы с ливнем. К счастью, обошлось без поваленных деревьев, как 16 мая, но обилие осадков полностью залило некоторые улицы. На такой летний дождик ливневка не рассчитывала. Соцсети были просто заполнены фото и видео скрывшегося под потоком проспекта Ленина. Не справились с ливнем и городские крыши. В некоторых домах вода шла едва ли не потоком. В ЕДДС было 9 жалоб конкретно по текущим крышам и 3 жалобы на то, что ливневка не справляется с тем, чтобы отводить воду с улиц. Все жалобы своевременно были переданы и управляющим компаниям, и обслуживающим организациям. Звонили как напрямую в ЕДДС, так и проходили звонки по 112. В связи с разгулом стихии вчера у нас отключалось электричество в поселке Кемдин, деревне Гажияк. Своевременно все было подключено. Пострадали от разгула стихии и дачи. В некоторых товариществах частично было отключено электричество, которое вернули только ночью, но данных по обращениям в ЕДДС не зафиксировано. Но, как отмечают в управлении по делам ГОЧС, этот ливень был не самым мобильным, и город, в том числе и ливневки, справились с ним лучше. В 2018-м 5 июля в Ухте выпало 3 месячных нормы осадков разом. Тогда под водой оказались едва ли не все дороги. Но расслабляться ухтинцам рано. По данным сайта Гисметео, очередной разгул стихии ждет нас в ближайшую среду, 7 июля. С 1 июня Пенсионный фонд Ухты начал прием заявлений на новый вид ежемесячных пособий. На меры поддержки имеют право единственный родитель или родитель ребенка, в отношении которого уплачиваются алименты. Такие выплаты могут получить семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно. Помощь положена и женщинам, ставшим на учет в медорганизацию на ранних сроках беременности, то есть до 12 недель. Будущие мамы могут рассчитывать на поддержку с 12 недели и до родов. Пособие будет назначено только малоимущим.
гражданам. Тем, у кого средний душевой доход семьи не превышает прожиточного минимума региона. Размер пособия также определяет прожиточный минимум, установленный в Коми. Выплата одиноким родителям составит 50% от прожиточного минимума ребенка, а выплата беременным женщинам – это 50% от прожиточного минимума трудоспособного взрослого. В Республике Коми выплата одинокому родителю составит 7350 рублей 50 копеек в месяц на каждого ребенка. Выплата беременным женщинам составит 7857 рублей 50 копеек в месяц. Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по предварительной записи. Максимальный срок рассмотрения заявлений – 30 дней. Помимо всех основных документов, Пенсионный фонд может запросить документы о стипендии, если один из членов семьи заявителя является студентом. Также могут потребовать предоставления документов о прохождении срочной службы или длительном лечении кого-либо из домочадцев. Если семья получала меры государственной поддержки в виде земельных участков, квартир или машин, эту информацию также придется предоставить. Ухтинский конно-спортивный клуб «Планета» вернулся с первенства и чемпионата Республики Коми по конному спорту. На соревнования представлять Ухту отправились юные наездницы Ева Анфиногенова, Дарья Матвеева и Кристина Сухорукова. Компанию дамам составили их верные спутники – поручик Голицын, Соната, Хейлана и Доблестный. Лошадей в Сыктывкар доставляли на грузовике. Путешествие в столицу Коми оказалось вполне удачным. Это большой был опыт для нас, потому что это наши первые такие выездные большие соревнования. Это первые соревнования выездные большие для наших лошадей. Они тоже у нас выехали в первый раз. Дарья вместе с поручиком Голицыным и Доблестным на троих завоевали 2 третьих места и 1 второе. Ева Анфиногенова, Соната и Хелана добавили в копилку золото и серебро. Третья ухтинская наездница Кристина Сухорукова, выступавшая с Доблестным и Сонатой, стала абсолютным победителем чемпионата в зачете «Дети» и выиграла кубок. Мне было достаточно тяжело, потому что было очень жарко. И это были мои всего вторые соревнования в конном спорте. Но, несмотря на сложности, а также первый выезд за пределы родной школы, Кристина не растерялась перед соперниками из Сыктывкара, Пермского края и Кировской области. Теперь кубок украсит как ее личную коллекцию, так и копилку ухтинских наград в конном спорте. Несмотря на достаточно большой улов, тренер девушек отмечает – нет предела совершенству. Ошибки выявились на стартах, будем работать дальше, потому что впереди у нас еще наши соревнования. К нам, возможно, тоже Сыктывкар приедет. Ну, в общем, работать и работать. Работать и работать юным представительницам этого грациозного и зрелищного спорта, как и их спортивным соратникам, видимо, придется вместо каникул. Ухта примет соревнования по конкуру в августе. В квартире нет возможности поставить счетчики для предоставления отчета за коммунальные услуги. Может ли человек при этом рассчитывать на перерасчет после длительного отсутствия? Получить перерасчет платы за коммунальные услуги в связи с временным отсутствием граждан в жилом помещении, потребителей, соответственно, необходимо предоставить заявление исполнителю коммунальных услуг в случае отсутствия в течение 5 дней подряд. Обязательным условием необходимо приложить к своему заявлению акт об отсутствии технической возможности установки индивидуального прибора учета. Акт об отсутствии технической возможности составляется исполнителем коммунальной услуги, соответственно, который утвержден приказом, форма которого утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Перерасчета потребитель подает заявление исполнителю коммунальных услуг до начала своего отбытия и по возвращению не позднее 30 суток с момента его возвращения.
Соответственно, подтверждающими документами необходимо предоставить акт об отсутствии технической возможности и подтверждающие документы. Подтверждающие документы – время отсутствия потребителя в жилом помещении. Соответственно, такими подтверждающими документами могут быть и различные документы. Например, это справка о санаторно-курортном лечении или справка о нахождении на стационарном лечении или проездные документы, которые обязательно должны быть оформлены на имя потребителя, либо иная справка, свидетельствующая о регистрации по месту пребывания в том или ином жилом помещении с обязательным указанием периода, который потребитель отсутствовал. Кроме того, до момента отбытия можно подать заявление потребителям для исполнителя коммунальных услуг об отключении запорной арматуры, то есть об отключении внутриквартирных сетей от внутридомовых. В данном случае на перерасчет можно рассчитывать только в том случае, если по возвращению запорные арматуры, опломбированные исполнителем коммунальных услуг, будут находиться в целостности. Соответственно, при этом условии документы, подтверждающие, предоставлять необходимости не имеется. Перерасчет платы возможно получить в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления исполнителю и в случае соответствия всех документов, которые необходимы, которые мной были перечислены. Есть определенные нюансы. Коммунальные услуги по отоплению, энергоснабжению и газообеспечению перерасчету не подлежат, вне зависимости от того, имеются приборы учета, не имеются, и также их техническая возможность установки. Также перерасчету не подлежит плата за коммунальные услуги, направленные на общедомовые нужды.